Обращаюсь в сторону, у вас есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Пожалуйста. Ага. В той же последовательности, хорошо? Есть у вас на сайте Валерьян Ахметович Минюста, сперва, а потом уже на сайте Самая Хадрджанова. Государственный реестр аккредитованных экспертов. Мы там, когда готовились к этому вопросу, это независимые эксперты. Я не знаю, вы сможете, не сможете. Они вообще-то при разработке вот этого законопроекта, сейчас о котором идет разговор, они привлекались, не привлекались, вы не сможете ответить? Нет, не знаю. Не владею такой информацией. Но есть такой реестр. Реестр есть, они. но участвовали они из этих реестров, я не знаю. Они участвовали? Не знаю, не владею такой. Я просто хотел его спросить. Но есть такой реестр? Да, есть, на сайте Минюста. Все, спасибо, мне больше нет. У меня такой вопрос, уважаемый председатель, с вашего разрешения. Можно, да? Да. Можно, да, пожалуйста. задать у вас вопрос? нет, сейчас давайте это. Валерьян Ахметович, у вас все с вопросами, да? Вы все? Я все, пока Всё, все, да? сейчас спасибо. Хорошо. Пожалуйста. У меня на руках вот положение Минюста, с вашего сайта вы взяли, да? Положение об аккредитации физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность по проведению специализированных видов экспертиз по проекту нормативно-правовых актов. Она действует. Да. То есть была разработана целое специальное положение. Да. На основании этого положения, вот как продолжение вопроса Валерия Ахметовича, вы составили государственный реестр аккредитированных экспертов, Да. правильно? Да. Для того, чтобы по нормативным правовым актам они проводили экспертизу. Да. Теперь такой вопрос. Другие лица, которые не включены в вот это положение и аккредитацию не взяли, они могут давать экспертное заключение? Не владею такой информацией. Вы не владеете, да? У нас управление регистрации юрлиц. Я относительно аккредитации не То есть владею. вы не знаете насчет Не, не аккредитации, знаю. да? В части. Тогда у меня такой вопрос. Хорошо, я философски не буду, вы не сможете тогда. Да, у меня такой вопрос. Вот закон... Эксперты будете у меня. Хорошо. Вот закон о некоммерческих организациях, который действует. В статье 12 этого закона здесь говорится, что деятельность некоммерческой организации. Во втором абзаце этого закона действующего говорится, что некоммерческая организация имеет право заниматься хозяйственной, в том числе производственной деятельностью, без распределения полученной прибыли между учредителями, да, членами, должностными лицами, другими сотрудниками, членами органов управления. Такая деятельность, обратите внимание, может включать в себя производство и реализацию товаров, выполнение работ, оказание услуг с получением вознаграждения и другие виды предпринимательской деятельности. То есть в законе говорится, что некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью. Тогда такой вопрос. В связи с чем коммерческая тайна, если некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью, в связи с чем коммерческая тайна не распространяется на них? В связи с чем? Основной не является основной целью привлечения заниматься предпринимательской деятельностью. Так закон позволяет им заниматься позволяет, но у вас предпринимательской? не является основной целью некоммерческой деятельности. То есть из-за того, что у нас цель другая, Да. мы не можем коммерческой тайной пользоваться. Всегда же Да? предусматривается другое социальное обеспечение, помощь. У вас же в уставе всегда же предоставляете другие цели основными. Это предпринимательская цель, получается, дополнительный у вас. То есть, если я вас правильно понял, у меня ноу-хау, новая разработка по обучению, да, студентов, я ее внедрил, я ее должен распространять. Да, это коммерческая на меня не распространяется, да? То есть конкурентам я всем должен отдавать, да, вот эту информацию
о методичках, о порядке обучения, да? Это же содержание моей предпринимательской деятельности. Я получаю прибыль оттуда, их использую для целей моей организации. Значит, когда я вот это ноу-хау делаю, я коммерческой тайной я не могу, да, воспользоваться, да? Я так правильно вас понял? Ну, вот здесь в отчете 17 статей некоммерческие организации, там же предусмотрено, в каких случаях предоставляется сводная информация. Там же написано, сводная информация за предыдущую об источниках формирования денежных средств направлена на расходование, а также сведения о приобретенных, используемых, отчуждаемых имуществ. Также прям ясно и точно написано, в каких случаях сводные таблицы предоставляются и какие информации там должны быть. Тогда еще один такой вопрос. Вот сами вы затронули источник формирования денежных средств. Источники формирования. Разве коммерческие организации источники формирования своих денежных средств предоставляют налоговому органу информацию об этом? Об источниках формирования? Относительно предоставления отчетов, наверное, представитель налогового органа ответит вам. То есть вам неизвестно, да? Мне неизвестно, я не собираю их отчет. У вас есть еще вопрос? Все у меня. Один вопрос просто про открытость. Вот разговор был. Смотрите, мы когда готовились, я тоже взял закон о государственной регистрации, 6 статья. Смотрите. Закон утратил. Устав, учредительный договор и положение не подлежат предоставлению в регистрирующий город. Для всех за исключением. Здесь 1-2 исключения. Лицензируемых, регулируемых Национальным банком финансово, и некоммерческих организаций, филиалов, представительств иностранных и международных организаций. Значит, некоммерческие организации, они вам представляют устав, учредительный договор, положение. Это есть открытость некоммерческой организации. Если они вам представляют, уже открытость есть. Закон о закон о регистрации юридических лиц, филиалов, представительств утратила силу 28 марта. Да, вот здесь. Да, утратила силу этот закон. Вы считаете, открытость есть этого? Просто я говорю, информирование. Коммерческие организации тоже составляются, у них имеется устав, но некоммерческие организации финансовой деятельности и международные организации предоставляют нам свои уставы и положения. Там у них предусмотрены основные цели и органы, которые регулируются. У нас же, например, если взять общественное объединение, у них же нету учредителей, не предусмотрено. То есть все это открыто, у вас есть эти данные. Да, все, спасибо. Нет вопросов, да? Уважаемые коллеги, есть вопросы к представителю Министерства юстиции? Присаживайтесь.